Алексей Улюкаев, бывший министр экономического развития России, останется под домашним арестом как минимум до конца весны. Сегодня суд отказался отпустить его под подписку о невыезде и продлил следствие до 15 мая. Отпускать Улюкаева, как считает суд, нельзя, так как он может надавить на свидетелей. Более того, кто-то из них, по мнению следствия, вполне может оказаться сообщником Улюкаева. Это любительская съемка, сделанная во дворе Басманного суда Москвы. Алексея Улюкаева привезли на заседание на автомобиле «Лада Гранта». Все журналисты уже внутри здания. Кому-то повезло попасть в зал, но большая часть толпились в коридоре у экранов с трансляцией. Съемка самого заседания запрещена, только протокольные кадры. Улюкаев приехал в суд в простом сером свитере. На вопрос судьи о месте работы сказал: не трудоустроен. Своей вины не признал, от дачи показаний отказался. «Прошу изменить меру пресечения на подписку о невыезде. Я не могу скрыться, мой паспорт изъят», заявил бывший министр. И попросил смягчить условия содержания. Позволить няне приходить к 2 его несовершеннолетним детям, а также разрешить ему самому прогулки с 8 до 10 часов утра и с 4 до 8 вечера. Обвинение выступило категорически против. Улюкаев сможет бесконтрольно общаться со свидетелями и скрыться за границу в страны, где отсутствует визовый режим. В итоге суд принял сторону следствия. Отказали Улюкаеву и в просьбе посещать ведомственную клинику. У бывшего министра гипертония 1-й степени. Продлить срок домашнего ареста в отношении обвиняемого Улюкаева Алексея Валентиновича на 3 месяца, всего до 5 месяцев, то есть до 15 апреля. Не помогли и положительные характеристики, которые дали известные друзья и коллеги Улюкаева. Глава Роснана Анатолий Чубайс, председатель банка ВТБ Андрей Костин, ректор Академии народного хозяйства Владимир Мау и президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Главная загадка заседания – что же это за свидетели, которые могут быть переквалифицированы в обвиняемых, то есть сообщников Улюкаева. По словам следователя Романа Нестерова, показания против министра дали несколько сотрудников Минэкономразвития и Росимущества. Их личности Нестеров раскрыть отказался из опасения, что на них могут надавить. Однако адвокат Улюкаева утверждает, что за все это время допрошены были лишь 3 человека, и это никакие не бывшие коллеги министра, а водитель, врач скорой помощи, которую вызвали Улюкаеву, когда ему стало плохо при задержании, и понятой. Журналисты, которые следят за делом экс-министра, также слышали лишь 3 фамилии допрошенных свидетелей. Это неизвестные публике некие Илья Макаров, Арсений Шершнев и Никита Осипов. Алексей Улюкаев с 15 ноября находится под домашним арестом в своей квартире на Минской улице. По версии следствия, он требовал взятку в $2 миллиона от компании «Роснефть» за положительное заключение министерства о сделке по покупке госпакета акций «Башнефти», после чего Владимир Путин отправил его в отставку с поста министров. Я с Алексеем Улюкаевым не разговаривал. Я считаю, что те материалы, которые были предоставлены оперативными службами, достаточно для того, чтобы отстранить его от занимаемой должности в связи с утратой доверия. А во что это выльется в завершении, мы посмотрим по результатам рассмотрения дела в суде. Бывшему министру теперь запрещено покидать и менять место жительства, общаться с людьми, с любыми людьми, кроме близких родственников, заходить в интернет, отправлять почтовые сообщения и пользоваться любыми средствами связи. Известно, что признавать вину, давать показания и как бы то ни было сотрудничать со следствием Алексей Улюкаев не будет. Какие еще есть утечки из расследования самого громкого коррупционного дела в современной истории России, выясняет Ренат Давлетгильдеев. Все основные утечки появились через агентство «Росбалт». В России его принято считать рупором силовиков. Владеет изданием в прошлом заместитель Путина по ФСБ, бывший глава ФСКН Виктор Черкесов, попавший в президентскую опалу после статьи о войне чекистов, которую он написал для газеты «Коммерсант». И тем не менее у агентства до сих пор самые высокопоставленные источники среди силовых ведомств. Итак, утечка номер 1. Источники из окружения Алексея Улюкаева Росбалту. Улюкаев не считает себя виновным. Позиция у него такая:
Далее, 14 ноября он приехал в офис компании «Роснефть» по личному приглашению Игоря Сечина. Причем не за деньгами для решения проблем по Башнефти, то есть взятки, а для разговора. Встреча с Игорем Сечиным не состоялась. Вместо нее Улюкаев побеседовал с одним из топ-менеджеров компании, с которым был хорошо знаком лично. Этот топ-менеджер и передал Улюкаеву некие чемоданчики, но что в них находится, министр не знал и был уверен, что это материалы по сделке. Экс-министр считает, что в офисе нефтяной компании имела место провокация. Утечка номер 2. Источники в правоохранительных органах Росбалту. Следователи считают вину Улюкаева доказанной. В их распоряжении есть телефонные переговоры экс-министра как с менеджментом Роснефти, так и с высокопоставленными знакомыми. Ключевая улика – запись разговора Улюкаева с неким главой Госбанка, которому он жалуется, что Роснефть не предложила никакой денежной благодарности за подготовку положительной характеристики по сделке Башнефти. Знакомый Улюкаева якобы успокаивает министра и обещает обсудить эту проблему с Игорем Ивановичем, судя по всему, Сечиным. Но есть и другие утечки. Например, в числе самых интересных – источники среди федеральных чиновников газете «Ведомости». Слежка за Улюкаевым проходила по инициативе и под руководством начальника службы безопасности Роснефти Олега Феоктистова. До августа прошлого года он был замначальника управления собственной безопасности ФСБ. Заняться Улюкаевым и другими противниками продажи Башнефти Роснефти Сечин попросил Феоктистова еще когда тот работал в Федеральной службе безопасности. И еще одна утечка. Источники среди федеральных чиновников изданию «Репаблик». Варианты обвинения, которые предъявляются Улюкаеву, неудобны для власти. Сечин был раздражен правительством, выражающим публичное несогласие по делу Башнефти, и не упустил шанс дискредитировать либеральную часть правительства в глазах Путина. Но Путин не любит выносить ссоры из избы, поэтому суд должен быть закрытым. Сам бывший министр с высокой степенью вероятности отделается условным сроком, а общественность так и не узнает всех нюансов и подробностей процесса.